прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Место досуга. Основной акцент делался на создании условий для тихого отдыха. Совсем скоро в центре Гудермеса появится новая зона отдыха. Свой бизнес. В ассортименте есть такие виды керамической посуды, как вазы, тарелки самых разных размеров и форм. Как с нуля наладить производство керамической посуды, узнаем у Медины Мударовой. Эстетика как стиль жизни. Как человек выглядит снаружи, это его психологическое состояние. В республике находится известный спортивный диетолог, помогающий людям с проблемами с весом Айтым Жакупов. В центральной части Гудермеса вскоре откроется новая зона отдыха. Она станет отличным местом для досуга и развлечений. В парке будут предусмотрены тихие уголки с беседками, игровые площадки и зоны для воркаута. Реализация стала возможной благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды, который проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об архитектурных решениях парка Турпалали Тайсумов. Гудермес преображается год за годом, как и вся республика в целом. Сейчас тут строится парк имени главы субъекта Рамзана Кадырова. Благоустройство ведется по нацпроекту «Жилье и городская среда». Этот участок одержал победу во всероссийском конкурсе, за что и получил федеральное финансирование. Об этом нашей телерадиокомпании рассказал глава администрации Гудермесского района Хамзат Магомадов. يا تخونا نماني خل أقل جيمش نسمو يق ريجيون شخل تخو جوردوش تخو تعبخن جمعت نماني يو لا نقطة جدوخاتش تسيب وسردا وي بتش هيدا رئيس خل تنا لياني تن أوتوريتات بعندلش خلش دقرمش أدنى زناشنا خيل نولومادات يخيلومادات هو شرع بارك شوي قرتش تج أو خلي أو بعنش ليلدر بعندلش وي بتش هي أوتوريتات بعندلش دعني سلوي تشك دولة دعوت قرن ده العال شوال إذا ده رئيس خليل سن ده الموش اللي خلنا أخوالشن. Это место станет досугом для всех желающих, в первую очередь семей с детьми, ведь здесь будет предусмотрено все – детские игровые, воркаут-площадки и другие полезные объекты, соответствующие современной жизнедеятельности. Рабочие трудятся несмотря на зной, чтобы вновь опередить график, как часто происходит в регионе. Однако этим дело не ограничивается. В планах имеется реконструкция действующего аквапарка с дальнейшим объединением всех 3 зон отдыха. В дополнение будет подана заявка от города Ойсхар по благоустройству еще одного места досуга. И объединить, как бы это кластер получится в городе Гудермесе. Вот эти парки будут для отдыха, для развлечения, для досуга разных слоев населения. Объединить на плюс парк Нюха и аквапарк для развлечений то же самое. Объединить на Хумда еще Эти проекты показывают огромное стремление руководства республики идти в ногу со временем и вкладывать средства для создания мест не только для работы, но и отдыха. В данной местности работы должны быть завершены к концу года, однако ожидается все намного раньше. При проектировании парка основной акцент делался на озеленении и создании условий для тихого отдыха, включая беседки, прогулочные зоны для всех горожан и гостей города в любое время года. Турпалали Тайсумов и Аслан Ахматов. Вести Чеченская Республика. Цех по изготовлению керамической посуды – место, где искусство и ремесло переплетаются в единое целое, создавая уникальные изделия. При входе в мануфактуру Магомеда Вараева ощущается особая атмосфера. Запах свежей глины и звуки работы мастеров создают неповторимый фон для творческого процесса. Вся работа проводится вручную, что гарантирует качество и оригинальность. Медина Мударова о процессе создания керамической посуды. С помощью этой матрицы мы копируем формы,
Последующие копированные формы у нас идут уже на производство тарелок. Производство керамической посуды начинается с создания форм для будущих изделий. Заготовки высушивают в печах, чтобы удалить лишнюю влагу. Затем приступают к этапу очистки и выравниванию сосуда. Высыхание их уже здесь обрабатывают, удаляют вот эти все швы со шкурками, это все разглаживается. Далее керамику обжигают в печи при высокой температуре. Обжиг придает глине прочность и водонепроницаемость. На 1200 градусов мы их обжигаем. Вот. Смотри, как они выглядят уже после обжига. После керамику украшают, используют жидкую краску. Этот этап особенно важен, ведь именно он придает посуде индивидуальную красоту. Состав наносят 2 слоями, затем после высыхания приступают ко второй стороне изделия. Чтобы закрепить декор, керамику обжигают в печи еще раз, только при более низкой температуре. В ассортименте есть такие виды керамической посуды, как вазы, тарелки самых разных размеров и форм, а также кружки, формы для запекания. Есть и такая вот нашумевшая соломка для соли, необычная форма. Стоит отметить, что все изделия представлены в 11 цветах. Идея производства керамической посуды Магомеду Вараеву пришла еще в 2019 году. 2 года ушло на подготовку помещения и установку оборудования для работы. На рынок команда из 8 человек вышла в 2021 году. С каждым днем ассортимент расширяется. Вместе с тем увеличивается и территория продаж. Множество заказов поступают из стран СНГ. Изучив рынок, наткнулись, что большинство наших граждан пользуются керамикой, привезенной из Европы. Потом возникла идея создать аналогичную продукцию, чтобы по качеству она ничем не уступала и по цене, чтобы людям было доступно. И с тех пор мы и занимаемся импортозамещением. Визуально наша продукция по качеству ничем не уступает. На продажу выставлена вся необходимая посуда для кухни и готовки. В день изготавливают до 60 изделий. В будущем производство планируют увеличить до 300. Найти продукцию можно на различных маркетплейсах, а также в магазинах посуды по всему Северному Кавказу. В развитии дела помог центр «Мой бизнес». Центр «Мой бизнес» мне помогает в консалтинговых услугах, то есть бесплатно проводит всякие лекции, сопровождение юридических моментов, потом в участиях в разных выставках, которые проводятся в Российской Федерации, то есть всячески помогают. Республиканский центр «Мой бизнес» занимается поддержкой и развитием малого бизнеса на территории региона. Здесь каждый может получить всю необходимую помощь. Мы оказываем такие услуги, как информационная поддержка, консультационная, консалтинговая, куда входят маркетинговые услуги, подготовка бизнес-планов. Отдельные услуги у нас идут для самозанятых, для субъектов малого предпринимательства и также для физических лиц, которые хотят осуществлять деятельность. Стоит отметить, что в Чеченской Республике уже давно работает льготная налоговая система для субъектов малого и среднего предпринимательства. Их несколько видов. Предприниматели, которые выбрали режим доходы, они уплачивают налоги в размере 1%. Те, которые выбрали режим УСН, разница дохода и расхода в пределах 5%. Для самозанятых тоже есть отдельная система налогообложения. В этом году более 600 субъектов малого и среднего предпринимательства уже получили поддержку. Физических лиц более 200 человек и 250 самозанятых. В регионе предприниматели со всех субъектов страны получают поддержку и стимулы для развития своего бизнеса. Республика стремится предоставить возможности всем, не только российским, но и зарубежным предпринимателям. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Многие не осознают, какие переживания испытывают люди, сталкивающиеся с проблемами веса, как в случае его избытка, так и недостатка. Спортивный диетолог Айтым Жакупов хорошо понимает их страдания. Его уникальный проект направлен на трансформацию и имеет цель помочь людям с подобными проблемами. Он предлагает не только физическую трансформацию, но и глубокую внутреннюю психологическую перемену. О том, что вдохновляет его подопечных, в репортаже Турпалали Тайсумова.
Айтым Жакупов – это известный спортсмен, занимающийся с людьми, имеющие проблемы с лишним весом. В Чеченскую республику он прибыл из Казахстана по многочисленным просьбам подписчиков. Свой проект он реализовывает таким образом, чтобы нуждающиеся могли улучшить свое самочувствие. У каждого героя есть своя история, отмечает гость, но цель одна – эффективное похудение. У нас есть участники по 300 килограмм, и это не проблема еды, это больше психологическое состояние человека. Как я обычно говорю, что как человек выглядит снаружи, это его психологическое состояние. Поэтому здесь нужен такой особенный подход, изучить его историю вплоть от подросткового возраста, скажем так, до нынешнего времени, и потом уже разбирать. То есть здесь одних тренировок очень мало, как я уже говорил, как в социальных сетях освещаю. Здесь нужен, знаете, комплексный подход. Врачи, психологи, тренировки, питание, вплоть до того, что все участники, которые у меня находятся, они все у нас находятся на проживании. Мы – то, что мы едим. Вы, наверное, пользуетесь этим слоганом? Конечно, конечно. Мы – это то, что мы едим, поэтому я всегда, ребят, кушать абсолютно все можно. Проблема сегодняшнего, скажем так, времени – люди не знают норму. Местные жители и туристы узнают блогера-диетолога. Вместе они беседуют, фотографируются и делятся историями из жизни. Некоторые люди смогли привести себя в форму благодаря его методике. Среди участников проекта оказался и Исмаил Идрисов. Он признается, что долгое время сидел то на голоде, то на таблетках для снижения веса. Но эффект был не таким, как хотелось. Методика Айтыма сразу дала счастливый результат. Я за 4 месяца скинул 62 килограмм, а я сейчас 98 килограмм. При изначальном весе? Изначально 160 килограмм я был. 160. Да, сейчас я 98 килограмм, но следующий этап у нас, я скидывать уже закончил по весу, лишней кожи сейчас будем убирать, 29-я операция. Все бесплатно, еда бесплатная, жилье бесплатно, все, что нам надо бесплатно, врачи, психологи. Это все он обеспечивает. Лишний вес – это одна из причин болезней организма. Его оздоровление необходимо для поддержания комфортной жизни. Правильное питание в сочетании с физической культурой помогут любому человеку, решившему изменить себя в лучшую сторону. Сила, воля, отсутствие педалей тормоза. Звучит как из мотивационного видео, но это действительно так. Только таким образом можно добиться успеха над собой. А это важнейшая победа в жизни. Турпал Лолита Исумов и Сайтамин Мусаев. Вести. Чеченская республика. В Грозном продолжаются ремонтные работы. Так, в поселке Красная Турбина благоустраивается улица Мингазова, протяженность которого составляет 880 метров. На объекте специалисты провели фрезеровку дорожного полотна и приступили к укладке нового асфальта. На финальном этапе сотрудники коммунальных служб нанесут дорожную разметку и установят знаки. Вместе с тем проведены работы по устройству уличного освещения, начиная от улицы имени Вахи Алиева. В 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» запланирован ремонт 48 улиц. Турбине Вахову, поселок Гродненский, 57 года, Хадях Наду, Амякбилиш, Даккалинат, Лол, Бересил, Рамзан Ахматович, Амякбилитам, Беллашна, Бересил, да, Мукшмяш, Елбал. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.